Меня зовут Юлия Сокольникова. Я фаундер, основатель бренда Сокольников. Я отвечаю больше за маркетинг нашей компании и за продажи. Меня зовут Егор Сокольников. Я муж фаундера, основателя компании Сокольников. В общем, если давать себе какую-то обязанность, не обязанность, а как называется? Должность, да. Я директор производства, по производству. Все, не больше. Почему? Ты же генеральный директор, вождь. Я вождь. Так говорю. Я была очень удивлена, потому что я даже не предполагала, что мы окажемся в каком-то списке. Я слышала ранее про эту номинацию, и когда нас отметили в Инстаграме, я только тогда увидела. И это было весьма неожиданно. Был сильно удивлен. Ну как удивлен? Я просто не знал, что есть какие-то такие номинации. Там что-то креативное и так далее. Честно, я просто абсолютно в этом был ноль, когда думал, круто, и что? Все. И все. Начиналось все, наверное, довольно-таки банально. С любви? Да, началось все, наверное, с любви. Потому что мы тогда только уже жили вместе, у нас уже зарождение такого чувства, и Егор, он по профессии ювелир сам. Вот. А я на тот момент работала в банке, банковский сотрудник, вообще офисный клерк, и я себя даже представить не могла, что буду сидеть сейчас предпринимателем. Началось все с одного украшения. Это была таблетка, колье-таблетка. Это наше очень самое такое, наверное, популярное украшение по сей день. Я просто захотела носить что-то такое круглое, простое, минималистичное, а на дворе 2016 год. Балом правят крупные ювелирные бренды, которые представляют, наверное, такие украшения вроде цветочков, что-то такое привычное, старая такая постсоветская классика. И найти что-то такое минималистское было практически невозможно, поэтому мы это сделали. Я носила. Это была таблетка из белого золота, посередине с бриллиантиком. Я носила и получала очень много вопросов. Наши друзья, знакомые постоянно интересовались, спрашивали, где я это взяла. И мы стали делать такие на заказ. И все, и после этого как-то сарафанное радио сыграло, наверное, свою роль больше, потому что друзья друзей узнали у нас там и так далее. И так маленький бизнес, но он не был тогда бизнесом, это было хобби в тот момент. И как-то вот так вот все, наша базовая линейка украшений, она все росла и росла. Началось с таблетки, потом еще колье присоединилось, сережки какие-то лаконичные. И вот это все вот выросло. Самый первый заказ, вот честно не помню даже, когда это было. Тогда и было, наверное, мы, может, кому-то делали таблетку, скорее всего. Да, делали мои знакомые. Да, в общем, коллеги. Сначала сделали для нее, такие... для жены, извини, да, перебил. Соответственно, она носит, и подруги начинают тоже заказывать. Вот, соответственно, первые заказчики это были, скорее всего, твои знакомые, твои подруги. С этого все началось. И плюс у меня такой мини-блог, был там что-то в районе 1000 подписчиков, что-то такое было. И мои подписчицы. Спасибо подписчикам. Да, серьезно. На тот момент он же Инстаграм такой еще не особо популярный был, тогда еще не было там блогеров-миллионников, такого даже вообще не было.
И откуда-то там люди появлялись и заказывали тоже. И я помню, вот Маша Пронтеева, помнишь, она заказывала у нас звездочку и луну из золота, которую она до сих пор их носит. Я вспомнил. Был заказ, я вот не помню, кто это заказывал, но был, один из первых, он был не первый, но был один из первых. Был заказ тоже из белого золота. Начинали мы с золота вообще. Да, сейчас мы сидели. В общем, сделали подвеску в виде касатки и покрытая эмалью была. Белая, черная эмаль. Да, помнишь, да, помню. Из белого золота, вот маленькая такая подвесочка. Хорошенькая. Да, это вот один из первых таких заказов именно, в формате Сокольников был. Прям под брендом уже. Да. Круто, найдись, клиент. Наш первый заказчик, ты где? В 2017 году, в июле, да, по-моему, или в августе, даже в августе открылись мы в августе 2017 года в Кружало на 2-м этаже. У нас там был тоже такой островочек. Мы открылись, у нас он был такой необычный, потому что было все такое очень минималистичное, у нас даже не было таких вот стандартных там подставок для украшений, которые вот обычно бывают в магазинах. У нас были там деревянные доски, всякие все из подручных средств. Все такое, потому что я не видела наши украшения в таких подставках обычных, поэтому я хотела чего-то такого прям необычного, но не могла придумать. И здесь, конечно, его тоже реализовать было очень сложно, поэтому в ход пошли обычные деревянные доски, которые мы покрасили белой краской, всякие там из акрила, геометрические фигуры. Там у меня всегда лежали обязательно всякие вазочки, как здесь у нас в студии. Все такое. Да, все из подручных средств, но это превратилось именно в наш концепт, короче. Как-то так зашло. Вот как я и говорила, на дворе 16-й год, и действительно выбора у нас очень мало. Ювелирные украшения на тот момент даже не были популярны настолько, как бижутерия, потому что я помню, что мы все были обвешаны всегда какими-то крупными сережками, кольцами, там обязательно, да. И вот это время, оно длилось очень долго. И найти именно такое что-то было очень сложно. Поэтому я сама очень любила украшения. Меня в школьное время называли сувенирной лавкой, потому что я всегда была обвешана там обязательно чем-то. Вот. И, конечно, я там трансформировалось это все во мне, и хотелось уже более таких легких, очень удобных украшений. Я, кстати, вот очень часто видела поврежденные мочки ушей, когда они растянуты у молодых девчонок, потому что, когда ты носишь тяжелые там ювелирные украшения и бижутерию, мочка растягивается. Вот. А у нас украшения, они такие более анатомические, их удобно носить, их не ощущаешь, у них идеальный вес, который как бы не влияет на кожу никак. Вот. И вот так у нас как-то все ушло в минимализм. Такой лаконичный дизайн. Это, наверное, больше еще про такую базовую историю, когда необходимо иметь свою какую-то базу определенную. Например, даже это есть в одежде, есть в дизайне, есть в архитектуре, есть в искусстве, в любом виде любой деятельности есть какая-то база. Вот мы хотим быть той самой нужной базой для современного человека. Штат, самый минимальный штат. Это у нас получается 1 дизайнер, 3 ювелира, Юля, я и наши менеджеры. И управляющая наша. Вот сколько стало человек? 10 есть? У нас меньше 10. Да. Мы пока но будет больше. Да, не такой крупный бренд, поэтому у
нам достаточно пока 10 человек компетентных в своем Да, деле. и есть такие, ну, На аутсорсе. команды, да, которые занимаются тоже своей задачей, выполняют свои задачи на аутсорсе. Это как, ну, бухгалтерия, маркетинг, Ну, маркетинг сейчас будет. возможно, маркетинг. Да, Вот. до этого у нас не было. Вот вы делаете изделия под заказ. Что вы заказываете чаще всего? Какие украшения, подвески? Чаще всего заказывают изделия золотые с бриллиантами, как всегда. Без этого никак. Какие даты значимые или там пожелания? Помолвочные кольца. Потом следом за этими заказами идут обручальные, и приходят те же самые клиенты. Круто. То есть, ну, если ты сделал хорошо и качественно помолвочное кольцо, соответственно, эти же молодые люди придут к тебе и за обручалкой. Вот. Как-то так. У нас бывают очень нестандартные даже решения. Не обязательно Да, это очень. помолвочное кольцо должно быть, ну, в такой классическом варианте из белого золота с бриллиантом, ну, из любого золота. А бывает, что прям что-то очень необычное даже делают. И также обручальные кольца. Я помню, вот запомнила Да. навсегда обручальные кольца в виде Хотела сказать. осьминога, да? Да, осьминожками. Вот этот вот щупальца осьминога. И у ребят были такие обручальные кольца. Мне кажется, это классно, когда есть что-то свое в видении этого. Побольше бы таких заказов. Да, мы любим необычные заказы. Наверное, допустим, по объему, скорее всего, наверное, раз в 5. Потому что изначально был объем вообще прям минимальный. У нас там, допустим, витрина, и на витрине лежит там 5 изделий. Но они круто лежат, как бы, и смотрятся хорошо. Ну, как-то так. Сейчас побольше чуть-чуть. Вот, и из-за этого, ну, в объеме, да, выросли, и с каждым разом растем. Хотим расти, есть желание, и прям очень-очень прям сильно вырасти. Вот, в плане штата, да, ну, в плане штата однозначно, потому что без команды никак. Тоже выросли. И, ну, это же свойственно расти. Нет? Коронавирус. На нас он повлиял только, наверное, положительно, потому что в такое время, кажется, ты собираешь все свои силы, все свои умения Нет и худа без добра. очень быстро подстраиваешься под какие-то реалии. У нас не было на тот момент, кстати, сайта. Мы работали только на Инстаграме, получается, ну и офлайн точки. А тут все закрыто, и мы там буквально Егор буквально за ночь слепил нам сайт сам. Вот, мы там подгружали украшения, я писала описание, сидела, думала, все фотографии собирала, которые у нас есть, что по папкам раскладывала, придумывала им Ну, описание. коронавирус В общем, был таким неким пинком, можно сказать. да. Вот, и на самом деле открылось очень много инструментов. Ну, в плане продаж, продвижения и так далее. Например, если бы не было бы коронавируса, очень плохо звучит, да, если бы не было коронавируса, пандемии. Но, в общем, это был пинок. То есть, если бы не эта ситуация, соответственно, возможно, какие-то возможности не открылись бы. Какие-то инструменты не использовались. До сих пор бы сайта не было бы. Там, не знаю, мы бы не думали там о мобильном приложении. Сейчас как бы, ну, все в разработке. Вот, то есть, ну, такой некий такой толчок был. Но это плохо, это очень плохо. И было очень сложно. Вот, но Да, было, конечно, пережили очень и сложно, пережили все. потому что это у всех, это же такое кризисное Да, время, очень когда страдает не только бизнес, но и люди. У людей нету желания покупать. Там, тем более мы все-таки украшения относимся не к категории нужных каких-то товаров. Да. Поэтому нас поддерживали наши постоянные клиенты, наши друзья. Это было очень ценно, потому что я прям чувствовала эту поддержку.
и мы развозили сами наши украшения, садились с мамой, ездили, доставляли украшения, там, Я на куда только не велосипеде доставлял. отправляли. Он на велосипеде, мы там на машине с мамой. Ну, это было сложно, но мы пережили это, потому что как бы плохое не может длиться вечно, и зато с новыми силами. То ли еще будет. Да, приготовила. Ну, я когда-то давала интервью тоже, и там был такой вопрос, на который я ответила, что я бы, наверное, написала книгу «Как не развестись с мужем, имея совместный бизнес». Но так как у нас как зона ответственности в бизнесе разные, то есть он больше отвечает за производство, я отвечаю за продажи, за маркетинг, то как бы можно сказать, что как-то мы всегда приходим к какому-то единому, не знаю, ну, конфликтных ситуаций у нас не бывает. Если и бывает, то это скорее какие-то, наверное, минутные там волнения, как в любых Или парах. просто я ругаю. Да, он меня просто ругает. Вот честное слово, я не знаю почему, но так получилось, что муж, он типа ругает почему-то меня. Да? Но конфликтов не было ни разу. Но так, чтобы мы прям там на грани развода или что-то такого, Ни разу такого не было. Мне кажется, наоборот, как-то в этом какая-то сила, что ли, когда у тебя свое детище, то есть общее. Вот. Ну и плюс, да, зона ответственности как бы разделенная. Она занимается своими вещами, я занимаюсь своими. И если как бы там не вмешиваться, не впутываться, например, там, да, в продвижении, ну, я же профан, например, в маркетинге, скажем. И я же не буду там ей указывать, как ей там работать в соцсетях там, и так далее, и так далее. И она не будет мне говорить там, лезть в производство и какие-то циклы менять и так далее. Ну, то есть, если не вмешиваться друг к другу, то, в принципе, очень даже хорошо все. Можно жить. Не можно жить, а прям очень круто все. Мне нравится, наоборот, что моя жена — это часть моей команды. Да, Также, надеюсь, она рада, что я часть ее команды. Планы на будущее. Ну, если смотреть на ближайшие, прям такие, то у нас это запуск в маркетплейсах. Дальше у нас открытие дополнительной еще второй точки. У нас было 2 точки, мы одну точку закрыли, поэтому у нас сейчас действует только одна, и вторая, вот, как бы она должна тоже открыться. А если прям куда-то туда, прям очень далеко глядеть, то, естественно, это как бы сети по России, по близлежащим, возможно, странам. Ну, такие. По России, да, в крупных городах однозначно, 100%, плюс все возможные маркетплейсы, открытие каких-то там дизайн-центров и так далее. Ну и вообще хочется работать не только в сфере там, ювелирного бизнеса, ювелирной отрасли, а захватить несколько направлений и двигаться более как-то уже расширенно. Именно по дизайну. Да. Вот. Ну и ювелирный бизнес, только начало. Все еще впереди? Да, Да. очень много планов. Очень много, потому что у нас есть разные направления, которые нужно развивать. И я прям вижу, что каждое направление уже будет жить своей отдельной жизнью, независимо от нас. Это хочется уже как-то и видеть их более самостоятельными, наверное. При входе, когда вот поднимались, посмотрите внимательно, там написано дизайн-центр. Не написано ювелирная студия, написано дизайн-центр. Как бы, это не зря. Вот, секретики.